Ну, продолжим. Часть вторая. Вот Али-Баба. Знаете, Али-Баба и 40 разбойников. Бобо – это дед. Означает дед. И еще шутка есть. В Таджикистане гуляет. Как будет по-таджикски Кощей Бессмертный. И мне сказали Арматур Бобо. Ну вот, пул – это в Узбекистане слово употребляется пул, значит, деньги. Пора еще употребляется там пора. Пора, например, в Турции употребляется слово пора. Пул и пора тоже в Узбекистане, например. Вот. Ну, нигматлар, нигмат, нигмат, нигмат. Значит, добро. Ну, бина у нас в татарском языке есть. Это в отношении здания. Слово здание. Бина. Дом у нас юрт, үй. Ну, вот в таджикском, в фарси, например, бина, дом. У нас вот тахта. Вот, пожалуйста, с фарси пришло в татарское. И когда мне некоторые тюркские братья начинают там, вот это из тюркских языков. Я вот Островского читаю, его пьесы, где купец русский по-татарски йог, по-русски нет, говорит, он не говорит по-тюркски, дескать, йог, а он говорит по-татарски. Возьмите Куприна, кажется, произведение «Поединок», если не ошибаюсь, там тоже целые фразы, или где-то там татарские фразы. Так что вот купцы татарские. Габдулла Тукаев в начале прошлого века сокрушался по поводу того, что татары не хотят изучать русский язык. Дескать, через русский язык бы легче было там так, проникнуть в сокровищницу русской литературы, поэзии, зарубежной поэзии, литературы, дескать. А купцы наши, как известно, не хотели учить русский, но приезжали в Нижний Новгород, там, в Москву, в Петербург, и все жили целыми своими этими, как сейчас живут же там, как там, китайский городок, или как вот в разных странах. Тоже так они жили в свое время. И поэтому в русский язык проникали слова таким образом. Вот, друг у нас дус, дуст, и дуст пишется, и дус. Не дустлар, а дуслар бывает. Дуслык. У нас дуслык дружба. Вот. У них дусти дружба. И дустони азиз. Дорогие друзья. Вот. Шумочихел дустони азиз. Как дела, дорогие друзья? Вот дус это друг. Амак. Вот есть у нас замечательный человек, Факиль Амак, литератор, известный своими произведениями на родном татарском языке. Вот он взял фамилию Васафин, он взял псевдоним Амак, Факиль Амак. И вот Амак это дядя, с фарси переводится. Ну, опять-таки, в фарси у них там по отцу, если дядя, то Амак. То если по матери, то Таго. Так что не путайте. Вот. У нас класс это сынов. Сынов. Ну, класс, значит, сынов. Тахта, я говорил, вот вспомнил я, что классная доска, вот, по-таджикски тахтаи сынов. Классная доска. Так, где у нас карта? Одно место вам не надоело постоянно?
Хар хафта. Ну, у нас вот отна говорят, да? Отна кища, это значит конец недели. Отна кища. Вот так говорят обычно. Юмра, тут отна кища. В общем, у них хафта, хар хафта, каждую неделю. Вот агар, агар, магар, татары говорят, если. В таджикском, значит, это тоже если агар, если. Вот. Ну, Хорпуштак не стоит с вами знакомить, наверное. Это, кстати, Хорпуштак, это юмористическое издание в Таджикистане. В советское время выходило и сейчас, кажется, выходит. Но у нас шикаят или гариза. Гариза это значит заявление. Шикаят это жалоба. Шикаят. У нас шикаят, у них шикаят. Вот. Ну, хайван это все знают, животные. Хайван. Когда муж придет пьяный, жена обычно говорит хайван. Ну, хаят. Хаят. Жизнь. Это и в турецком, если ошибаюсь, там тоже хаят. Вот у нас раньше было булик мудиры, заведующий отделением. Мудир это заведующий. Вот тамамларга, значит завершать. По-таджикскому, кардан, это вот этот глагол обозначает. Тамам, кардан. У них тамом обычно, да, тамом. Вот. Ну, заметка, кто в татарской газете работал или читал, хабарляр, заметка обычно у нас писали. Вот. Ну, буй, хуш-буй у нас говорят. Хуш-буй. У нас, я там сказал хуш-буй, если масло маслин сказал, оказывается, тавтология там была у меня. Запах буй. Вот, оказывается, у нас в татарском есть хуш-буй. Хуш добрый, хороший, значит, запах это буй. Хуш-буй. Вот. Гариза язурга, гариза. Писать заявление, гариза. У них ариза, значит, заявление. У нас хайван, я говорил уже. Агапов поет. Мы с ним знакомы. Он несколько раз интервью давал. Аваз. Аваз у нас вот обычно как аваз, это авазы, типа как эхо. У нас как-то аваз. У них звук означает. У нас, допустим, ну, здание уж там бина, вот видите, вот все-таки я уж хочу сказать, и здание, и дом у них там. Машхур. Шахас, Машхур. Машхур – знаменитая личность. Машхур, Шахас – знаменитая личность. Можете вот подойти к торговцу и сказать как там сказать? Шахас Машхур. Вы, значит, знаменитая личность, дескать. Ему будет приятно, что его знают все. Ну, известие, хабар, маглюмат. У нас маглюмат – это как... это информация обычно употребляется в этом смысле. Известие, хабар. Вот, известность. У нас известно маглюмки. Маглюм. Маглюм известный. Хар кеше, хар адам. Адам – человек, каждый. Хар – это значит каждый. Хар сол – каждый год. Сурат у нас расым. Вот в таджикском еще манзара употребляется. Манзара употребляется. А вот у нас сурат и расым. Расым у нас как рисунок расым. А сурат тоже самый, да, сурат это тоже употребляется. Сифатлы качественный. Сифат это качество. Там есть способность, это салят. А сифат это качество. Сифат. Ну, в фарси там другие еще употребляют слова. Тамга это клеймо.
Тамғаларға клеймо. Китап. Китоп. В таджикском фарси китоп будет. У нас китап. Кстати, вот в арабском слово мактуб, ну типа так записано, мактуб. Я все думал раньше, почему. Вот у нас мактаб говорят, школа. Оказывается, вот в школе записывали дети, поэтому мактаб называли, они записывали. Турецким мактаб, мактуб письмо означает. У нас мактаб значит школа, а у них школа окул. От слова окул это учиться, окул, окул. А они мактуб называют письмо. А у нас вот однокоренные слова или вообще те же самые слова. А у нас мактаб, да, однокоренные слова. У нас мактаб это школа, и по-арабски мактуб это значит записано. Недавно вот я читал одну книжечку. Если интересно, вот я вам скажу. Вот эта книжечка. Я ее прочел уже и вынес знание того, что мактуб означает с арабского так записано. Если у кого есть сомнения, я потом специально не поленюсь, найду и покажу. Ну, хай вакыт у нас говорят. Ну, у них, значит, когда, хай, щи вакыт. Хана, вот у нас ашхана, китабхана, дарухана. Вот, потом тагаратхана. Это комната у них означает. Комната, квартир, допустим, из 4 комнат. Вот, хана. У нас вот эта комната означает. Ну, что значит еще вот ахр заман. Ахр заман, ахр китаб. Ахр китаб, конец книги. Ахр заман, конец света. Конец света. Вот. Ну вот, гов. В фарси, в таджикском гов это корова. И они даже мне один сказал, товарищ из Таджикистана, дескать, в английском там гов, это вот оттуда, вот говядина, гов. Корова означает гов. В английском, кстати, гов не звучит, там пишется как гов, а на самом деле звучит совершенно по-другому это слово. Вот. Тогда вот слово говедь есть, там что-то еще много. В общем, как-нибудь на эту тему можно пройтись, отдельно поговорить. Ну, канат это крыло. Канат у нас. Хас каната, допустим, крыло у них там означает. Мадани, допустим, маданият юрта. Мадани культурный, маданият культура. Маданият это дом культуры. Маданияти, у них, допустим, национальная культура. Маданияти милли. Вот, у нас милли маданият. Ашхана. Вот опять-таки ашхана, кухня. Аш это еда, значит.